Воскресный вечер на телеканале БСТ. Время главных новостей. Здравствуйте. Это итоги недели. С вами Азат Самирханов. И вот о чем расскажем вам в нашем эфире. Лицом к лицу. Мы все организуем, поэтому спокойно работайте. Собственник Сибайского карьера впервые встретился с его жителями и направит 200 миллионов рублей на нужды города. Медики тем временем продолжают работать в Сибае, а местные мальчишки смотрят хоккей в компании Радия Хабирова. %14 годовых. Я думаю, так не бывает. Меньше. В Уфе прокуратура проверяет работу очередного потребительского кооператива. Наша съемочная группа отправилась прямо в офис тех, кто обещает огромные дивиденды. Мы вкладываем в строительство, это раз, микрофинансовые организации, то есть у нас большой оборот. Кругляк вывозят, делянки не высажены. Наша задача попытаться выстроить прозрачные и цивилизованные процессы, не допускать варварского отношения к лесу. Руководитель республики поручил навести порядок в лесной отрасли Башкортостана. Руслан Батыргареев о том, как из башкирской липы делают чешские карандаши. Каша с чаем и 2 билета по цене одного. Будем болеть за нашу Уфу, и будет вообще все классно, здорово. Футбольная Уфа сегодня возобновляет сезон. Айгуль Резяпова узнала, как привлекали зрителей на трибуны и каковы турнирные перспективы горожан. Итак, начнем с Сибая. На этой неделе в город впервые приехал собственник местного карьера Андрей Казицын, генеральный директор УГМК. Так вот, он на встрече с местными жителями прямо отвечал на острые вопросы о сроках затопления карьера, будущем трудоустройстве горняков, социальных программах. Кстати, о них. Комбинат выделит на нужды сибайцев 200 миллионов рублей, а горожане сами решат, на что тратить средства. Эти 200 миллионов, к слову, весьма существенный вклад в копилку сибайцев, особенно если учесть, что за 15 лет УГМК направил на эти цели всего 600 миллионов рублей. Максим Окунев обо всем по порядку. И в течение 5 минут мы стоим, и происходит замер. Затем он выдает среднее ПДК на кубический метр. Сотрудники чрезвычайных служб берут пробы воздуха в 13 районах Сибая, находящихся в так называемой зоне 500. Это расстояние от источника загрязнения карьера. В ночь на вторник превышение предельно допустимых норм диоксида серы в воздухе нигде не было зафиксировано. В городе Сибай проверили уже 5 точек, нам еще одну точку замерить, потому что по времени не успевали. И приехали к вам. Замерили все везде по нулям. То есть на 23, на 2, на 6 и на 8 мы данные передаем. Это в ночное время. Замер производим и подаем уже в единую диспетчерскую службу города Сибая. Но уже днем превышение ПДК диоксида серы в атмосфере зафиксировали на одной из улиц в 22 раза. Такую быструю смену состояния воздуха жители объясняют изменением направления ветра. По словам общественников, для более точного и объективного исследования сибайцы за свой счет приобрели 2 стационарных газоанализатора, данные которых будут дополнять уже проводимые замеры. Чтобы мы могли сами в сети в любой момент зайти, посмотреть, есть ли превышение, нет это превышение, то есть выйти с ребенком погулять на улицу, не выйти. Когда люди чувствуют, когда люди ощущают этот запах, то есть все зависит, вот этот запах, все вот эти газы зависят от розы ветров. То есть сегодня, сейчас вот здесь я ощущаю или я не ощущаю, через 5 минут этого запаха не будет. Для того, чтобы выбросы диоксида серы прекратились, власти республики и руководство горнообогатительного комбината приняли решение затопить неиспользуемый карьер. На сегодняшний день потоплено 10 и более метров горизонта, вода подается из расчета 10 тысяч кубометров в сутки. Это примерно 50 тысяч чугунных ванн. Также завозится известь для локализации горения. С процессом ознакомились руководитель Башкортостана Радий Хабиров и гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Казицын. Несмотря на отставание в работах, в горно-обогатительном комбинате обещают уложиться в срок до 20 марта. Я хотел посмотреть на самом деле, что происходит визуально. Даже, конечно, сложно делать какие-то оценки визуально. Мне хотелось услышать, и, собственно, для этого я пригласил Казицына сюда, в Сибай, чтобы он мне лично доложил об этом, хотя вот в присутствии жителей, у нас сейчас состоится встреча с жителями,
Ну, вот мы очень надеемся, что те меры, которые комбинат предпринимает, они все-таки будут эффективны. Теперь ответ перед жителями пришлось держать топ-менеджером горно-металлургического холдинга. Андрей Казицын подтвердил, карьер, хоть и не обслуживался 15 лет, находится в зоне ответственности компании. Поэтому все расходы по ликвидации последствий окисления и выброса в атмосферу промышленники берут на себя. При этом сотрудники компании на период ликвидационных работ не останутся без дела и зарплаты. Ситуация, связанная с локализацией, о которой я говорил, мы, безусловно, решим, чем люди будут заниматься. Есть чем вокруг заняться, мы все организуем. Поэтому спокойно работайте. Но если будет принято решение главы республики, мы решим, где вы будете работать. Ради Хабиров выслушал жалобы и опасения жителей относительно достоверности публикуемых результатов исследования атмосферного воздуха. По словам главы региона, если это необходимо, периодичность замеров можно увеличить не каждые 2 часа, как сейчас, а каждый час. При этом присутствовать на таких процедурах могут все желающие жители и активисты. Также многодетная мама пожаловалась Радио Хабирову на трудности в постановке диагноза ребенку. Якобы врачи в течение 2 месяцев не могут вынести свой вердикт. Руководитель Башкортостана предложил, не дожидаясь направления, обратиться в республиканские медучреждения. Мы здесь создали довольно большую группировку врачей. Довольно высококвалифицированных врачей мы сюда привезли. Они все это время работают. Если есть необходимость, будут работать еще. Но я принимаю, вы, наверное, знаете, мне докладывают, каждый день, мне с утра кладется сводка по обращению медицины. Я сам лично на контроле лежу. Выслушав жалобы о длительности ожидания приема в больницах, Ради Хабиров принял решение продлить пребывание уфимских медиков до 15 марта. Кроме того, стало известно, что временно исполняющий обязанности главы республики добился от руководителей УГМК выделения городу 200 миллионов рублей на благоустройство. Причем жители сами определят, что именно необходимо сделать в первую очередь. Общение временно исполняющего обязанности главы Башкортостана и генерального директора УГМК «Холдинг» длилось вместо запланированных 2 часов почти 3. Но все равно не все обращения были озвучены, множество жалоб поступало в письменном виде. По заверениям администрации города, а также ответственных лиц республики, все они будут рассмотрены в самое ближайшее время, на вопросы будут даны ответы. Наметить в Сибае точки роста намерен и крупный бизнес. Принято решение провести в столице Зауралья всероссийский инвестиционный сабантуй. Первый башкирский Давос будет вновь местом дискуссий и привлечения инвестиций. Руководитель Башкортостана встретился и со школьниками в детской модельной библиотеке. Он подарил ребятам познавательные книги. Это новые книги. Есть такая организация, Российский книжный союз. Мы решили пополнить сегодня. Во всей библиотеке республики я сейчас такие книги даю. Читайте, на самом деле, читайте больше, это очень полезно. А на арене «Металлурга» в Магнитогорске разгорелись нешуточные страсти. Зрители матча между Салаватом Юлаевым и местной командой посетил Ради Хабиров вместе с юными воспитанниками Сибайского хоккейного клуба. Как позже отметил в своем аккаунте руководитель Башкортостана, принципиальная победа над конкурентом по льду станет стимулом для молодых башкирских спортсменов побеждать и в спорте, и в общественной жизни. Максим Окунев, Азат Ишбулатов, Эдуард Гайнанов. Новости. Сибай. Продолжаем говорить о событиях, которые развивались в Сибае на этой неделе с политологом Дмитрием Казанцевым. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте. Хотелось бы вот с чего начать. Разговаривать с промышленниками федеральными, которые владельцы всевозможных заводов, газет, пароходов, довольно-таки непросто. Да? В данном случае мы видим, что это Радио Хабирову удалось и вполне конкретными результатами. За счет чего? Какое ваше мнение? Да, действительно, это было немножко удивительно, что удалось убедить крупного собственника, да, который фактически самостоятельно, независимый, в том числе от властей, приехать. И мало того, что приехать, да, еще пойти на прямой диалог. Я бы, конечно же, здесь роль в Рио главы республики Ради Хабирова, она ключевая. То есть мы понимаем, что, возможно, и те связи, и тот опыт, который был по предыдущей его работе в Кремле, да, и поддержка Старой площади, да, неделю назад это было буквально полторы, полпред приезжал, все это, конечно же, повлияло. То есть он сумел повлиять на этих промышленников, не только приехать причем, да, но и пойти на определенные уступки уже сибайцам. Уступки какого рода вы имеете в виду? Прямой диалог, либо это финансовое участие? Да? Речь шла о 200 миллионах рублей, которые выделят УГМК на
на Сибай, собственно. Безусловно, с одной стороны, мы видим, что они хотели изначально пойти на юридический, скажем, аспект, да, то есть давайте через суд, там он и выяснит, кто виноват, кто прав, но под напором Радия Хабирова Казицын, как представитель собственников УГМК, да, это организация, которая вот владеет Сибайским заводом, он, во-первых, впервые посетил вообще вот эту территорию, да, своего актива, во-вторых, ему, я считаю, пришлось не просто отвечать на вопросы, да, но и взять на себя определенные социальные обязательства перед городом. И косвенно все-таки признать, что проблема не только есть, но и их участие в этой проблеме тоже имеет место быть. Но вот эти 200 миллионов, это, по-моему, 1/6 часть бюджета всего Сибая, да, и за 15 лет предыдущие, если не ошибаюсь в цифрах, УГМК, собственно, вложил всего лишь 600 миллионов, да, тут сразу такая сумма. Да, это существенно, тем более и Казицын озвучил, что этим они не ограничатся. То есть мы не знаем суммы, но факт, что такое произошло, да, и он озвучил, что мы и дальше будем. Причем здесь опять влияние в Рио было как минимум на то, что он мог ведь и отговориться, отмолчаться на какие-то вопросы. Говорят, что постановочная, возможно, встреча была. Почему я считаю, что нет? Потому что были достаточно острые вопросы, достаточно даже резкие по отношению к представителю ГМК. Ему приходилось на все отвечать, то есть был прямой диалог с жителями, мы понимаем, что и привести, и убедить его досудебно, да, пойти навстречу региону и в том числе признать без решения суда, что да, у ГМК роль здесь есть негативная, да, ее нужно исправлять, это вот здесь Радий Хабиров сумел. Как вы считаете, все вот эти события, да, насколько повлияют на, стабилизацию, что ли, да, социальное какое-то напряжение снизить, которое, безусловно, уже не так велико, как на заре этой проблемы, да, но все же? Безусловно, сибайцам сейчас очень непросто, особенно когда мы видим в соцсетях каждый день какие-то информационные вбросы, появляются чуть ли не там не противогазы, зона отчуждения, то есть в кавычках вот столько слухов, столько псевдоинформация, да, выходит, что на них оказывается давление и пытаются использовать страхи местных жителей, то есть и про поголовье скота, и про все. И, безусловно, вот противопоставлять этому реальные шаги, когда власти направили туда и специалистов, надзорные органы, общественники, то есть там подключились все, были названы конкретные сроки, когда проблема будет фактически, мы сможем добиться нормализации, да, экологической ситуации в городе, да. Фактически каждый день вот эти замеры, причем мы видим, что бывает... Не каждый день, я вас поправлю немного, было каждые 2 часа, да, предлагают каждый час, да, и медики у нас еще остаются там до 15 марта, что тоже... Руку на пульсе держат по максимуму, да, и это тоже показатель, что и региональные власти, и местные власти, и федеральный центр, и сейчас уже и собственник подтвердил, все заинтересованы в решении проблемы раз. Хабиров сумел объединить интересы именно в конструктивном начале и жителей Сибая, и местные власти, и УГМК, и предприятия, и федеральный центр. То есть он сумел быть и модератором, и организатором и этой встречи, и вообще вот нормализации всего процесса. Спасибо вам за это интервью. Спасибо. Теперь к другим темам. Неприкосновенных крупных арендаторов леса в Башкортостане больше не будет. В случае нарушения законодательства придется держать ответ. Об этом во время республиканского лесного форума в Караидельском районе заявил Радий Хабиров. Руководитель региона также ознакомился с работой ряда лесоперерабатывающих предприятий. Так, из башкирской липы теперь будут изготавливать известные на весь мир чешские карандаши Кохинор. А наша береза пойдет на производство мебельных щитов в Литву. Так какой путь развития выбрали для лесной отрасли региона на ближайшую перспективу? Руслан Батыргареев. Небольшие липовые дощечки – сырье для производства брендовых карандашей. Уже скоро вся партия так называемых ламелей из липы отправится в Чехию. Для караидельских лесопереработчиков из села Абызово это новое и выгодное направление деятельности. Ведь платят европейцы валютой, а главное вовремя. И вот получается, что липа у нас вот такая она. Вся вот эта дровяная. То есть мы, по сути дела, используем дровяную. И вот эта часть, в основном, она идет на заготовки на карандаш. Даже в них карандашах видно, вот коричневенькая она. Вот это вот.
А вот в Новоалександровке Радия Хабирова знакомит с инвестпроектом по созданию цеха пиломатериалов. Это еще одно производство, в котором заинтересованы зарубежные партнеры. Только здесь они уже вкладывают свои деньги в модернизацию. Взамен получают сырье для мебельных щитов. Переработанная береза высокого качества отправляется в Литву. У нас есть планы по расширению производства. В данный момент мы с Литвой договор заключили на поставку экспортно нашей продукции. Вот она, здесь образцы у нас представлены. Первая партия на днях у нас отгрузима. И в мае-июне месяце они планируют инвестировать тоже в наш цех порядка 3-4 миллионов рублей на закуп оборудования. Евровагонка, домокомплекты, мебель из дерева. Это лишь часть богатого ассортимента продукции, которую производят караидельские предприниматели. Их деятельность можно ставить в пример, как должна быть организована лесопереработка. Разговор об этом продолжился уже на пленарной части лесного форума. Впервые за последние 13, а может и 15 лет на таком серьезном уровне в одном зале собрались практически все, кто имеет отношение к отрасли. Проблем накопилось немало, пора что-то менять. Наша задача, вот для чего мы собрались, попытаться выстроить в вопросах развития леса, лесопереработки, лесозаготовки прозрачные и цивилизованные процессы. Не допускать варварского отношения к лесу. Перерабатывать древесину нужно на местах, не вывозя кругляк за пределы республики. Только так можно добиться высокой доходности отрасли, отметил Радий Хабиров. Республика, в свою очередь, будет поддерживать добросовестных предпринимателей. А это уже образцы техники, за покупку которой предприниматели получают субсидии. С начала действия специальной программы караидельские лесозаготовители приобрели техники на сумму почти 30 миллионов рублей. 9 миллионов рублей – это деньги от государства. Господдержка должна оказываться не только тем, кто валит лес, но и тем, кто производит готовую продукцию. Радий Хабиров попросил детально проработать вопрос субсидирования техники, предназначенной для переработки древесины. Правительство в прошлом году выделило деньги на субсидирование приобретения лесовозной техники только. А нам нужно, чтобы переработку на месте перерабатывать. Не возить круглый лес, дорогу не разрушать. Нам нужно покупать именно перерабатывающее оборудование. Еще один важный вопрос – незаконной рубки. Борьбу с этим необходимо ужесточить. Не секрет, что людей не хватает. На каждого лесного инспектора сегодня приходится 16 тысяч гектаров контролируемых площадей, что намного выше нормы. Радий Хабиров поручил разработать меры поддержки по привлечению специалистов в лесную отрасль. Что-то по аналогии с программой «Земский доктор». Еще одна проблема касается уже населения, точнее получения древесины для индивидуального строительства. На сегодняшний день в электронной очереди на лес стоит 12 тысяч граждан. Радий Хабиров поручил правительству республики пересмотреть существующий порядок предоставления древесины. Одновременно с этим я предлагаю расширить категорию граждан, для которых лес будет предоставляться на льготных условиях. Посмотрите, пожалуйста, вместе с Министерством социальной защиты и труда. Посмотрите, это люди, во-первых, которые нуждаются и которые, очень важно, могут все-таки этот дом достроить и довести до конца. Я об этом чуть позже еще скажу. То есть наведите, пожалуйста, порядок в этой истории, чтобы у нас движение все-таки в очереди пошло. Одно из приоритетных направлений развития отрасли – это восстановление лесных ресурсов. В республике фиксируются многочисленные случаи несоблюдения технологии лесовосстановления. Их надо выявлять, ровно как и предприятия, которые пренебрегают своими обязанностями. Поручаю Министерству лесного хозяйства провести полный мониторинг лесных лесопосадок прошлых лет. Там, где будут зафиксированы факты их плохого качества или гибели, лесопользователи должны будут восстановить эти площадки, высаживая крупномерный посадочный материал. Прошу внести изменения соответствующие. Неприкосновенных игроков в отрасли больше не будет. В случае несоблюдения законодательства отвечать придется и крупным, и мелким арендаторам лесных угодий. Подводя итоги обсуждения, Радий Хабиров поручил Министерству лесного хозяйства республики в течение 2 недель представить протокол пленарного заседания с соответствующими поручениями. Также руководитель региона предложил провести следующий подобный форум через год в Зилаирском районе. Руслан Батыргареев, Артур Ханов и Виктор Меренков. Итоги недели. Мы должны быть там, где плохо. С такими словами Радий Хабиров обратился на этой неделе к Совету руководителей фракции партии «Единая Россия». Лидер республики призвал членов политического объединения быть там, где они нужны жителям республики, всячески оказывать помощь и поддержку, начиная с малого. Также руководитель Башкортостана напомнил о предстоящих выборах главы республики.
Он призвал партийцев приложить максимум усилий, чтобы все прошло честно и легитимно. Сам он собирается баллотироваться от партии «Единая Россия», если ему окажут такое доверие. Между тем, республиканским общественникам уже стали поступать недвусмысленные предложения выступить за деньги с политическими заявлениями против в Рио главы Башкортостана Радия Хабирова. В частности, такое заявление в эфире «Эхо Москвы» на днях сделал предприниматель и общественный деятель Азамат Галин. Ко мне поступило предложение от одного человека, который якобы представляет интересы одной экономической, скажем так, группы. И, значит, мне было сказано, ну, в общем-то, говорит, вы неплохой спикер, мы бы хотели, чтобы вы поучаствовали в одном проекте. Я говорю, а в каком проекте? Вот мы готовы вам заплатить энную сумму денег за то, чтобы вы, допустим, озвучили то, что нам необходимо. Предстоящие выборы, нюансы и средства политической борьбы станут темой ток-шоу «Красная кнопка». Смотрите его сегодня на телеканале БСТ в 23 часа. Ну а мы идем дальше. По болоту и снежной целине вездеходы ишимбайского производства уже давно покоряют непроходимые территории, будь то снежные просторы Арктики или болота Сибирской тайги. Способность болотоходов оценило и Министерство обороны России, заключив с предприятием трехлетний контракт. В этом году он завершается, и 10 транспортеров для армейских нужд уже на этой неделе отправились заказчику. К слову, выполнение гособоронзаказа идет с опережением сроков, несмотря на то, что каждая единица техники проходит двойной контроль. Эмиль Басариев проехался на болотоходе и заглянул в архивы предприятия. Глубокие сугробы бессильны. Гусеничный вездеход рассекает снежное поле, как корабль море. Препятствий для такого транспортера не существует. Это и было главной задачей его создания. Одна машина из каждой партии для Минобороны всегда проходит периодические испытания. Примерно по 6 тысяч километров. Машина управляется хорошо, легко. То есть, в принципе, любой желающий может сесть, в течение 15-20 минут научиться управлять. Несмотря на вес более чем в 20 тонн, кажется, что машина плывет. Широкие резиновые гусеницы плавающего модернизированного вездехода не дадут машине утонуть ни в болоте, ни в многометровых сугробах. Данная модель может перевозить грузы в 10 тонн и развивать скорость до 44 км в час. Высокая проходимость обеспечивается за счет особой конструкции гусениц. Благодаря этому давление на поверхность меньше, чем у человека. В истории предприятия по производству вездеходов есть одна интересная деталь. Более 30 лет назад свою трудовую карьеру здесь начинал Радий Хабиров. Папка с записью в архиве лежит до сих пор. Нынешний руководитель региона обрабатывал металл на фрезерном станке. Он пришел на завод, механосборочный цех, учеником фрезеровщика. Контроль качества – главный этап производства. Чтобы получить одобрение военных, все транспортеры проходят двойную проверку. Особое внимание уделяется узлам. Это необходимо, чтобы войска получили полностью исправные машины для выполнения задач. Эксплуатироваться они будут в самых суровых условиях. Принято военным представительством 12 изделий. 10 из них уже поставлены в часть. По 2019 году порядка еще 23 изделий поступят в войска. В этом году трехлетний контракт с Министерством обороны завершается. Однако планы по развитию производства большие, как по наращиванию его объемов, так и расширению ассортимента выпускаемой техники. Сегодня завод участвует в опытно-конструкторских работах совместно с другими главными исполнителями по разработке и созданию новых машин в интересах военных. Сегодня эти машины уже созданы, многие модификации уже испытываются, проходят испытания. Поэтому мы работаем и на перспективу, для того, чтобы в качестве шасси эта машина использовалась для многих образцов военной техники. Качество вездеходов зависит от каждого рабочего, говорят на предприятии. А их на Ишимбайском Витязе 1500 человек. И к своей работе они подходят профессионально. Ведь болотоходы эксплуатируются там, где другая техника бессильна. Эмиль Басариев, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Прокуратура Буздякского района раскрыла махинации с жильем бывшего главы сельского поселения и его заместителя. Госслужащие выдавали квартиры не тем, кто реально в них нуждался, а один из мужчин умудрился даже сам себя занести в список на получение соцжилья. О том, как одни ждут обещанного четверть века, а другие прокладывают себе более быстрый, но не совсем законный путь, расскажет Анастасия Ильчебаева.
Весной, зимой, вот когда это мы вот по краешку, потому что действительно страшно. По краешку они в прямом и в переносном смысле ходят уже не первый год. Жизнь в этом доме как многолетняя проверка на прочность. Сгнившие, просевшие крыши в подъезде и комнатах – уже элемент интерьера, который показывают гостям. Главное в дождь вовремя подставить ведро, а особо опасные участки даже пенсионеры пытаются проходить быстрее, насколько, конечно, позволяет возраст. Постоянный скрип. И вот соседка пришла, она говорит, что-то хрустнуло. Я, говорит, встала среди ночи, говорит, обошла, вроде бы пока все на месте. На месте и они, жители 13 квартир, которые уже устали проситься на прием к местным чиновникам. Зачем стучать, если все равно не откроют? Мы уже рассказывали историю этого дома. После выхода сюжета Буздякской прокуратуре удалось добиться признания жилья аварийным. Но с тех пор прошло уже 2 весны. Очередную они ждут с опаской. Я подумала, а если ночью обрушится, что будем делать? Но нам сказали, что весной, обычно талые воды, когда идут, то начнется колебание земли, и тогда может быть вот это смещение. Но сгнила здесь, оказывается, не только крыша. Силия Идрисова, жительница другого дома, в очереди на получение жилья уже больше четверти века. За это время в 20 квадратах у нее успели вырасти дети, а у тех появиться свои. В списке на получение недвижимости большей площади она 4-я. Но это, оказалось, еще ни о чем не говорит. Я подходила к главе администрации насчет квартиры. Он мне сказал, плати первоначальный взнос 600 тысяч рублей, а потом каждый месяц будешь платить, если хочешь квартиру, по 15 тысяч выплачивать за эту квартиру. Когда я ему сказала, это же получается ипотека, а не социальное жилье, он мне сказал, бесплатного жилья теперь нет. Теперь только так? Да, теперь только так. Глава администрации сельского поселения, о котором говорит Силия, уже покинул свою должность. Районная прокуратура за чиновничьей нерасторопностью разглядела не просто безразличие, а целую мошенническую схему, в которой участвовал и глава села, и его заместитель. А сейчас зайдем в еще одну квартиру, соседнюю от Силии. Светлая, со свежим ремонтом. Когда-то муниципальная собственность. Но бывший замглавы сельского поселения оформил недвижимость на себя за 1 месяц. Ныне он занимает должность главного архитектора района. Мужчина также возглавлял жилищную комиссию, которая признавала граждан нуждающимися. Именно к этой категории чиновник отнес и себя. Вот только комиссия не проверила его сделки за последние 5 лет, хотя эту процедуру проходят все. Чиновник, оказывается, незадолго до включения себя в список нуждающихся переписал свой дом в 70 квадратов и участок в 900 на тещу. Да к тому же квартиру ему нашли моментально, а вот Силия ждет до сих пор. Недвижимость сейчас конфискована. Чиновник, переезжая, забрал с собой даже батареи и унитаз. Преступная схема чиновников заключалась в следующем, что жилые помещения выделялись не лицам, которые нуждаются в улучшении жилья, состоят в соответствующих списках, а выделялись тем людям, которые вовсе таковыми не признавались, и указанное выделение происходило по протекции руководителей местных организаций. Указанные чиновники были осуждены. После прокурорского вмешательства было возбуждено 5 уголовных дел, 2 из которых возбуждены по инициативе прокуратуры района. Оба чиновника получили условные сроки и отстранены от занимаемых должностей. Прокуратура также настаивала на создании маневренного жилого фонда. Он предназначается для временного проживания граждан, оставшихся на улице из-за стихийных бедствий, пожаров или аварийности домов. В 2017 году в район пришел новый глава. Руководство муниципалитета откликнулось. Дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Мы находимся возле Буздякского ДРСУ, которое занимается производством асфальтобетона. Охранная зона у данного предприятия 500 метров. Рядом здание, которое и должно было войти в маневренный жилфонд. Когда-то здесь располагался отдел образования района. Чтобы административное помещение переделать под жилые, муниципалитет выделил почти 500 000 рублей. Обустроили ванные комнаты, кухни. Но оказалось, здание непригодно. От асфальтобетонного завода до строения всего 67 метров. Проживать в данном здании невозможно, так как оно находится в охранной зоне, и создавать здесь жилой фонд нельзя. После прокурорского вмешательства попытка администрации заселить сюда людей была прекращена. Пока 13-квартирный дом так и не расселен. Здание состоит из полусгнивших деревянных досок. Кирпичная кладка лишь облицовка, которая продолжает осыпаться. Как осыпалась недавно видимость работы бывших чиновников. Анастасия Чебаева, Булат Закирьянов. Итоги недели. В Уфе вновь развернули деятельность потребительские кооперативы. Предлагают горожанам вклады под 14% годовых. Дивиденды огромные, ведь банки или другие инвестиционные кейсы такой прибыли в принципе дать не могут. Эксперты объясняют, это пирамида. Деятельностью организации занимается прокуратура. Лилия Курбанова отправилась прямо в офис этого кооператива и узнала. Смотрите об этом прямо сейчас. Ставка
14%, до 14% годовых. Просто фантастические условия. Получить как можно больше денег, ничего не делая. Заманчивое предложение, на это и расчет. Яркий флаер Валерий Шарипов получил в Переходе. Мужчина – адвокат. Информация на буклете его заинтересовала. Правда, не как потребителя услуги, а как юриста. Насторожило то, что раздают продукцию компании, которая занимается финансами. Наши люди, к сожалению, легковерные. Прямое тому подтверждение скандала с такими организациями, как МММ, Древпром и другие пирамиды, которые еще недавно сотрясали нашу страну. Сейчас же появляются более изощренные формы. В один из офисов Инвестсоцвклада отправилась и наша съемочная группа. На вопрос, куда идут деньги вкладчиков, отвечают, что в строительство малоэтажных домов и в микрофинансовые организации. Правда, название компании сотрудники не знают. Я информацией это не владею, просто я хочу вам сказать, что мы вкладываем в строительство, это раз, микрофинансовые организации, то есть у нас большой оборот по этому поводу. В открытых источниках уставной капитал скрыт, финансовая отчетность пустует, а сайт и вовсе не работает. В открытом доступе имеется информация о том, заключались договора или нет. В отношении конкретно данной организации я вот сегодня увидела, что каких-либо договоров заключено не было. Поэтому, конечно же, то, что они якобы куда-то инвестируют, это уже говорит о том, что это не соответствует действительности. Председатель потребительского кооператива некий Евгений Митин. Он, кстати, руководит еще двумя организациями с похожими названиями – Социнвесткладом и Соцвкладом. Деятельность последней проверила прокуратура Кировского района Уфы. Руководитель привлечен к административной ответственности. Он признан виновным в распространении информации о незаконной деятельности в интернете. Также направлен иск в суд о прекращении работы организации. В 2017 году Соцвклад признавали финансовой пирамидой. В настоящее время в прокуратуру района поступила информация о деятельности другого кооператива Инвестсоцвклад, руководителем которого является то же лицо, как и у Соцвклада. По данному факту прокуратурой организована проверка. По результату проверки будет дана оценка законности деятельности Инвестсоцвклада. Строительство финансовых пирамид уголовно наказуемо. Соответствующий законопроект принят в 2016 году. Можно получить штраф до 1 000 000 рублей, принудительные работы или лишиться свободы. Финансовая пирамида – это прежде всего организация, которая привлекает средства без четкого указания объектов инвестирования. И такая организация, как правило, привлекая средства очередных там сберегателей, инвесторов, как бы их ни назвали, да, они выплачивают из новых поступлений доходы предыдущим. Один из ярких примеров финансовой пирамиды, которая работала в нашем регионе, Древпром. Компания предлагала людям рассчитаться с долгами за 20-25% от их суммы. Первое время средства выплачивались, но в один момент руководство организации пропало. Исчезли и деньги вкладчиков. В Башкортостане порядка 50 тысяч пострадавших. По стране почти в 3 раза больше. Ущерб оценивается в миллиарды рублей. Организаторы пирамиды под арестом. Поэтому сегодня открыто заявлять о том, что клиенту нужно привести новых таких же потребителей, никто не будет. Вместо этого сотрудники Инвестсоцвклада рассказывают об удобствах вложений на несколько человек. Вы можете, например, на несколько человек открыть вклад, чтобы у вас не превышало 1 400 000. У нас много клиентов, допустим, те, которые открывают на разных людей, у них не превышает. Всего в Уфе 10 офисов Инвестсоцвклада, в республике 21. Как говорят сотрудники потребительского кооператива, в списке клиентов тысячи пайщиков. Кто-то, возможно, попросту путает оформление потребительского кооператива и популярного в Башкортостане банка. Еще в прошлом году над этими офисами красовалась надпись «Социнвестквлад». Однако в отношении организации уже Социнвестбанком был подан иск о том, что название похоже и к тому же используются те же цвета – оранжевый и черный. Арбитражный суд в прошлом году иск удовлетворил. Кардинально, конечно, название не поменялось. Лишь произошла рокировка 2 частей. А вот цвета даже трогать не стали. Многим известно агентство по страхованию вкладов. Тоже синий цвет, только у потребительского кооператива заменено одно слово на синоним. И вроде как юридически это уже другое понятие. Но вот совпадение. Страхуются вложения, так же как и вклады, на сумму до 1 400 000 рублей. Вот только мелким шрифтом в документе о сотрудничестве между потребительским кооперативом и потребительским обществом взаимного страхования говорится, что свидетельство не является гарантийным или каким-либо иным обязательством перед Инвестсоцвкладом.
Лилия Курбанова, Азат Петров, Римзат Белалов, Роберт Давлетбердин, Булат Садреев. Итоги недели. Сейчас о спорте. Большой футбол вернулся в Уфу. Сегодня башкирский клуб возобновил свое выступление в чемпионате российской премьер-лиги. Уфа принимала на своем поле московское «Динамо». И пусть погода совсем не весенняя, но на «Нефтянике» болельщикам устроили теплый прием. Не огорчило даже поражение. Уфимцы уступили гостям со счетом 1-2. Клуб, как и обещал, теперь вернет потраченные на билеты деньги. На первом футбольном матче побывала наша съемочная группа. Материал Айгуль Резяповой. По традиции на «Нефтянике» развернулась полевая кухня. Гостей угощали вкусной солдатской кашей. Пусть гречка самая обычная, но на стадионе она по-особенному вкусная. Согревающая гречка, никогда на такую гречку не ела в жизни. Прям мы еще плед с собой взяли, поэтому мы теперь сытые, будем болеть за нашу Уфу, и будет вообще все классно, здорово. Перед началом матча в чаше стадиона «Нефтяник» образовалась живая очередь из десятков желающих попробовать вкусные домашние блины. В преддверии Масленицы их на стадионе раздавали бесплатно. А это порядка 2000 блинов. Если взрослые предпочитали классический вариант, то для детей приготовили сладкую начинку. По желанию гостей в блины добавляли сгущенку. Блинчики очень вкусные, вообще суперские. Ребята, а вам понравились блинчики? Очень. Очень. А кто у вас любимый футболист? Беленов. Болельщики после долгого перерыва соскучились по футболу. Еще до начала игры согревались с помощью кричалок. Руководство клуба сделало все возможное, чтобы заполнить трибуны. Болельщикам пообещали вернуть деньги за билеты в случае поражения. В результате на подмогу Уфе в матче против «Динамо» приехали гости практически со всех уголков Башкортостана. Мы приехали из Нуриманова поболеть за команду нашу. Я думаю, то, что наши постараются выйти вперед, и все у нас получится. Я люблю Уфу! Большой спортивный праздник посетил Ради Хабиров. Самые находчивые болельщики успели сделать фотографию с руководителем республики. Трибуны стадиона «Нефтяник» переполнены. Сегодня сюда приехали 11 тысяч зрителей, чтобы поддержать родную команду. Посмотреть на игру уфимской команды приезжали целыми семьями. Алия Бареева поддерживала коллектив Дмитрия Кириченко с 2 сыновьями. На футболе спортивные выходные не заканчиваются. Сын ходит на футбол, занимается в Академии футбола, и ему было очень интересно посмотреть на живую игру. Оправдать надежды своих болельщиков Уфа не смогла. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу «Динамо». Очень обидно, что мы проиграли, но надо признать, что «Динамо» играл лучше. Вот, поэтому единственное, что хочется сказать, это спасибо людям, которые в такую погоду пришли нас поддержать. Я, наверное, и от себя, и от лица всей команды могу только извиниться за то, что сегодня происходило на поле. И еще раз спасибо за то, что пришли в снег, в мороз. Теперь футболисты Уфы, как и обещали, вернут болельщикам деньги, потраченные на билет, и подарят пригласительный на следующий матч с Ахматом. Для возврата необходимо приехать в кассу стадиона «Нефтяник» с 4 по 6 марта. Айгуль Резяпова, Артем Котш, Артур Ханов, Виктор Миреньков. Итоги недели. А в Красноярске накануне торжественно была открыта 29-я зимняя универсиада. В 20:19 по местному времени началась торжественная церемония открытия всемирных студенческих соревнований. Затем президент России Владимир Путин объявил универсиаду открытой. Объявляю 29-ю всемирную зимнюю универсиаду открытой. Огонь универсиады зажгли двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов-младший. Напомним, зимняя универсиада впервые в истории проходит в России. В течение 10 соревновательных дней будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. В составе сборной страны выступают спортсмены и из Башкортостана. Они поборются за награды в хоккее с шайбой, биатлоне, горнолыжном спорте и шорт-треке. Уже сегодня уфимский спортсмен выиграл бронзу. Во второй соревновательный день прошли состязания по фристайлу. Спортсмены разыграли медали в лыжной акробатике. У мужчин золото досталось Максиму Бурову, а бронза Руслану Катаманову из Башкортостана. У женщин серебряную медаль завоевала Любовь Никитина. Уфимская фристайлистка, участница Олимпийских игр в Пхенчхане Кристина Спиридонова стала 6-й.
Ну и о хоккее, куда же без него. Сегодня на Уфа-арене завершилась 4-я игра плей-офф между юлаевцами и Магниткой. Сталевары оказались сильнее, в основное время счет был 1-1, но в овертайме победный гол в наши ворота забил Мэтт Эллисон. В итоге счет на табло 1-2. Таким образом, серия переезжает в Магнитогорск при 2 победах у каждой команды. Счет 2-2. Кстати, на матче присутствовал и Радий Хабиров. Руководитель региона сидел в окружении мальчишек и девчонок, воспитанников Шабаевского детского дома. Он пригласил на игру накануне. В ходе рабочей поездки по Бураевскому району Радий Хабиров побывал в соцучреждении, подарив местной хоккейной команде коньки и клюшки и сообщив, что ждет их в Ледовой арене. Ребята признали, что давно мечтали посмотреть матч воочию. И смотрели игру не только как болельщики, но и как игроки, изучая технику, осваивая еще и новые для себя приемы. Эмоции меня переполняют, конечно же. Как бы неописуемо, можно сказать. Не очень, мне нравится. Мы сами тоже хоккеем занимаемся у себя в деревне. Вот. И за Салават Юлаева давно болеем. Командная, интересная игра. Техника нападающих, защитников. Магнитки мы их сделаем. Магнитку мы сегодня сделаем. После нашего эфира вечерний прайм-тайм на телеканале БСТ продолжит проект «Республика Лайв». Ну а сразу после смотрите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной о подводных течениях в системе ЖКХ. Почему порой мы платим за несуществующие услуги, кто на этом наживается и как всему этому противостоять. Внимание на экран, короткий анонс. Вот посмотрите, какие у нас тут достопримечательности. Грибок на стенах, ржавая вода и похоронные венки в качестве угрозы. Кто победит в коммунальной войне? Организованная преступная группа в системе ЖКХ. 8 миллионов юристу-коммунальщику. Сколько получают в высших кругах ЖКХ? Это деньги жителей, да, то есть тех жителей, которые платят за строку содержания. Счета за воду, тепло или воздух. В Уфе жители многоэтажки платили деньги за несуществующие площади. Повсюду ведра и тазики в большом количестве. Можно ли найти управу на управляющие компании? Попробуем выяснить в специальном репортаже. И это все, о чем мы успеваем рассказать вам в рамках нашей программы. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире.